Добрый день. Мы начинаем работу круглого стола. В статусе круглого стола проходит заседание Российско-Абхазского делового совета. Я хочу сразу представить моего коллегу, визави с российской стороны, председателя Российско-Абхазского делового совета Андрея Николаевича Сергеева. В работе заседания принимает участие президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия Геннадий Леонидович Гагулин, наши коллеги из Объединенных Российских торгово-промышленных палат, из Северо-Кавказской, как я понимаю, Северо-Кавказского объединения торгово-промышленных палат, из Ростовской области. Да, Юга России, прошу прощения. Ну, я думаю, что спектр вопросов, которые мы обсуждаем, он достаточно обширен. Я вообще хотел бы призвать к такому заинтересованному, открытому, ответственному диалогу. Мы постараемся обойтись без лозунгов, без торжественных, так сказать, заклинаний и призывов. Давайте попробуем обсудить животрепещущие вопросы, проблемы, которые возникают у бизнеса в Абхазии, которые, возможно, есть во взаимоотношениях между бизнес-сообществами Республики Абхазия и Российской Федерации. Попробуем сделать это в таком вот режиме реального и открытого диалога. В первую очередь хотел бы поздравить коллег с подписанием сегодняшних соглашений. Я думаю, что это важные документы, которые лягут в основу развития того сотрудничества, о котором мы, в общем, и говорим, и которые мы пропагандируем, и которым мы стараемся содействовать. Хочу пожелать, чтобы все задуманное было успешно реализовано. Хотел бы поблагодарить коллег из торгово-промышленной палаты за то, что они присутствуют на нашем заседании. Я думаю, что то сотрудничество, которое возможно, и тот потенциал, который есть у торгово-промышленных палат обеих сторон, я думаю, что он должен быть эффективно использован, и это очень важный и правильный инструмент развития сотрудничества. Вот. Конечно, оно невозможно без поддержки государственных структур, без поддержки, естественно, правительства республики, без поддержки и представления интересов торгового представительства Абхазии в России, конечно же, потому что я давно знаю Олега Цацаревича, те усилия, которые прикладывает для того, чтобы наше сотрудничество постоянно развивалось. Я думаю, что это очень-очень важная и большая работа. Вот. И я думаю, что здесь нету безразличных людей, которые присутствуют именно для того, чтобы развивать наше сотрудничество, для того, чтобы оно имело большие перспективы, чем, в общем-то, мы и чем нам даже иногда кажется. Спасибо, Андрей Николаевич. Я представил наших гостей, те, которые олицетворяют здесь торгово-промышленной палаты России, Абхазии, региональные торгово-промышленные палаты Российской Федерации. Но обошел вниманием представителей бизнеса. Здесь я вижу в зале представителей инвесторов. Есть проекты, которые реализуются уже на территории Республики Абхазия. Есть инвесторы, потенциальные наши партнеры, сотрудничество с которыми находится только на стартапе, который только зарождается. Вы, очевидно, все, кто были на пленарном заседании сегодняшнего форума, обратили внимание на то, что были подписаны два соглашения, помимо прочих многих соглашений о займах, были подписаны два соглашения, которые мы инициировали совместно с нашими российскими партнерами. И вот здесь, в этом нашем зале, в работе круглого стола, заседания Российско-Абхазского делового совета принимают участие люди, которые представляют структуры весьма серьезные, сотрудничеством с которыми мы связываем определенные надежды. Мы связываем с ними ожидание того, что будет придан новый импульс российско-абхазским экономическим отношениям, российско
что было подписание определенных займов. Это те же инвестиции, это те же новые предприятия, которые у нас будут строиться. У нас, если посмотреть предприятия, которые совместно с российскими предпринимателями созданы на территории Абхазии, они разделяются на несколько таких классификаций. Есть предприятия с 100% иностранным капиталом, и есть предприятия совместные. Вот этих совместных около 400 предприятий. С иностранным капиталом их меньше, около 38, кажется. Но все успешно работают и все успешно сегодня создают продукцию, которая реализуется и внутри Абхазии, и экспортируется в Россию. Но, знаете, вот приятно, что появляются новые технологичные предприятия. Если раньше мы говорили о каких-то насущных, необходимых там определенно, это касалось торговли, касалось определенных сил, сегодня уже появляются новые технологичные предприятия, и это то, которое необходимо для Абхазии. Знаете, торговля – это хорошее дело, но она, знаете, имеет определенные импульсы вверх, вниз, пропадает, уходит. А производство, оно стабильно, оно работает, оно имеет постоянные рабочие места. Система торгово-промышленной палаты Российской Федерации и торгово-промышленная палата Абхазской Республики с самого начала создания Абхазской торгово-промышленной палаты тесно сотрудничают, и личные взаимоотношения Сергея Николаевича Катырина и Геннадия Леонидовича Гагулия заложили фундамент такого тесного сотрудничества и региональных структур этих организаций. То есть торгово-промышленная палата Абхазии является ассоциированным членом и Северокавказской ассоциации, и Ассоциации торгово-промышленных палат Юга России, и представители наших палат из республик, краев и областей Юга России и Северного Кавказа очень тесно взаимодействуют с Абхазской торгово-промышленной палатой. Не раз делегации предпринимателей из различных регионов Российской Федерации были в гостях у Абхазской палаты. Не раз на земле Абхазии мы встречались для того, чтобы обсудить те или иные вопросы, касающиеся сотрудничества в области экономического взаимодействия между Абхазией и Российской Федерацией. И вот, как я показал, там большой куча листов, связанных с различными статистическими данными, которые характеризуют те или иные отрасли взаимодействия Российской Федерации и Абхазии, присутствующим здесь, хорошо известно. И вот если резюмировать этот статистический материал, то мы можем отметить динамику в определенных областях развития этих отношений. В то же время мы знаем, что одним из важных составляющих этой деятельности являются те услуги и возможности, которые торгово-промышленные палаты региональные, и российская, и абхазская, предоставляют бизнесу по осуществлению тех или иных сделок. Первые наши контакты и наших предпринимателей контакты были связаны прежде всего с заключением торговых контрактов, то есть на поставку тех или иных видов, особенно сельскохозяйственной продукции из Абхазии в Российскую Федерацию. И взаимодействие туристических компаний, которые выходили на рынок Абхазской Республики. Вот сегодня, участвуя в форуме, и особенно в той части, когда было подписание двух меня заинтересовавших контрактов, вот их представители здесь присутствуют, это и вот то, что касается строительных материалов и утилизации отходов. Мне представляется это очень символичным, потому что вот сейчас было сказано, что ведущими отраслями в абхазской экономике объективно является туризм и сельское хозяйство. Но вот появление, развитие этих отраслей, мне кажется, вытащит еще одну отрасль развития, это строительство и строительная индустрия, потому что на базе развития именно этой отрасли будет формироваться снижение себестоимости по реализации тех или иных проектов, которые будут осуществляться в области сельского хозяйства и туризма. Поэтому ваш сегодняшний контракт с такой компанией, которая занимается инновационным процессом в создании новых строительных материалов, наверняка это очень правильный и очень, надеюсь, взаимовыгодный
проект. Развитие Абхазии для многих из нас является, мне кажется, вот таким достаточно близким делом, потому что любой объективный человек, который посещает Абхазию, видит, какой гигантский потенциал в этой земле есть. Какие вот таких пляжей, таких берегов, как в Абхазии, нет нигде в российской, на российском Черном море, во всяком случае. Таких возможностей, связанных с развитием туристической индустрии, поискать еще в мире. Особые климатические условия, которые создают идеальные условия для произрастания субтропических культур, тоже, так сказать, создают условия для развития передового сельского хозяйства. И может долго перечислять. Это все знают. Но в то же время все и предполагают, что вот такое подробное отношение к деловым контактам между бизнесом России и Абхазии, оно связано с выстраиванием правильных деловых отношений, правильных в условиях сегодняшней современности, в условиях тех, в которых находится Республика Абхазия и Российская Федерация. Содействовать, давать рекомендации и как-то облегчать путь, что действительно очень важно. И вот когда вы говорили о государственно-частном партнерстве, по сути дела, взаимоотношения с властью – это тоже государственно-частное партнерство, пускай оно не всегда приходит к каким-то конкретным соглашениям, как в данном случае, да? Но, например, роль торгового представительства в данном случае Абхазии в России крайне велика, потому что это именно как раз тоже тот инструмент, с которым, благодаря взаимодействию с которым, получаются конкретные проекты, и конкретные люди делают конкретное дело. Поэтому я думаю, что нам всем будет не безинтересно услышать мнение коллег, которые непосредственно на практике реализовали абсолютно конкретные проекты, конкретные задачи, направленные на конкретные цели. В частности, стройка, конечно, это и действительно, как вы сказали правильно, и уменьшение себестоимости, и развитие рынка. Туриндустрия в любом случае так или иначе связана с производством отходов, извините, да, вот, и это как раз вот вместе это дает очень правильный результат. Отходы, к сожалению, имеют определенную свою форму, независимо Европа, Америка или Россия. Но вы знаете, вот все выступающие, кого я слушал сегодня в течение парламентских заседаний, мы все начинаем понимать, когда нас уже подпирают. Да? Сидя за столом, 18-летние молодые люди слушают тост, кому уже за 60, о здоровье. Первый тост, многие пьют о здоровье, но никогда не придают значения, потому что не подошло время осознания, что такое здоровье. Да? Мы говорим об экологии, и не важно, какой у нас возраст, но мы говорим все время экология, но не каждый понимает, что это вообще такое. Если мы задумаемся, получается интересная парадигма в том, что когда заходишь в собственный дом, то у тебя все чисто, приятный запах, нигде ничего не валяется. Когда выходишь за пределы собственного дома, то куда бы ты ни поехал, везде валяется все. Вопрос, чье это? Это все то же самое наше, которое мы производим, и почему-то считаем, что это кто-то должен убрать, разместить, переработать, как угодно. Этого не получается ни в России, к сожалению, ни в Абхазии. Смотрите, вот как раз склад. На заводе получают то, что выбираются все полезные фракции, которые мы называем коммерческие. Это картон, отдельно бумага, отдельно 13Б, она смешанная, с нее снова делают картон и варки. Пластиковая группа, это в основном полиэтилен и полипропилен, с них делается гранулят, флекс, бутылка, с которой мы вот пьем на столе стоит, с ним делается флекс и отдается, с нее делают одежду, обувь и прочее на производстве. Остается у нас органические отходы, это то, что со стола мы не доели, или то, что называется облизь зеленая. Она волкуется, добавляется бактерии, в течение 3 недель всего лишь делается гумус. Затем он просеивается, убирается мелкий камень, мелкий металл, который еще остался, вдруг не отобранный, и получается такой, знаете, рекультивант, типа технологического гумуса, он даже с запахом чернозема, и цвет как у чернозема, даже не сказать, что это были органические отходы. Вот. У нас единственная нерешенная проблема так называемыми отходами сложными комбинированных. Это ПАК, многослойные пленки, потому что они не перерабатываются разной температурой плавления. Вот. Их не так много, всего лишь 25% по массе. Это как бы альтернативное топливо. Но в России еще этот вопрос не решен, рынок отсутствует, к сожалению, нам приходится это
на депозитариях размещать на перспективу, я думаю, что она ближайшая на самом деле. Вот. Что данный завод решает? 100 тысяч тонн решает проблему 500-тысячного города. Если Абхазия хочет продолжать позиционировать себя как рекреационный регион, как туристическая страна, если она хочет развивать то направление, которое по сути сегодня является локомотивом национальной экономики, альтернативы созданию системы контроля и переработки твердых бытовых отходов не существует. Вот как хотите. Нам необходимо этот вопрос решить там позавчера. А нам его предстоит только начинаем решать. Поэтому мы должны проявить гибкий подход. Должен быть симбиоз некий усилий правительства, общества, экспертов и инвесторов. Они же обладатели технологий. Почему выбор был сделан в пользу этой компании? Потому что есть ряд реализованных проектов, их можно прийти, пощупать, посмотреть, попробовать на зуб и так далее. Да. Мы общались с руководством области. Нет, я в данном случае хотел бы объяснить это еще и представители, здесь хорошо представители масс-медиа, здесь представители бизнес-комьюнити находятся, чтобы вы понимали, что мы делаем выбор в пользу флагманов в своей области. Вот я, например, общался с губернатором той же самой Костромской области, с вице-губернатором. Для меня было важно их мнение. Это люди, которые находятся под определенным давлением электората, общества и так далее. Поэтому, когда я увидел, что тут полное взаимопонимание, никакой шоковых мероприятий, и об этом мы, кстати, говорили и на встрече с нашим руководством, с руководством нашей страны. Поэтому не будет никаких шоковых мероприятий. Надо искать и находить формы взаимодействия. Это будет гибкое, партнерское отношение с друг другом. Нам не нужно много инвесторов. Нам нужно столько, сколько нужно, и те, которые нужны. Если посчитать всех, кто сюда приезжал вот за последние годы, в Абхазию или наоборот, если бы каждый из них привез сюда $1000, на здесь было бы Монте-Карло. Но этого нет. То есть холостые обороты. Холостые обороты мы сами их себе и устраиваем. Вот приезжают предприниматели в Абхазию. Допустим, я вот приехал, да? Я представляю громадный регион не только Ростовской области, а торгово-промышленной палаты, 6 областей, это Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Адыгея, Краснодарский край там, и так далее, и так далее. Так, прошу прощения, вот, не успел до конца представить это. Да. Читаю все документы, которые до того и после того. Там, взаимоотношения России с Абхазией, там, товарооборот, инвестиционная привлекательность. Конечно, более привлекательное место, наверное, нельзя найти по меньшей мере в округе с точки зрения развития туризма. Но нет конкретики. Вот Ростовская область, допустим, за прошлый год привлекла инвестиции где-то порядка 400 миллиардов рублей. Это достаточно много, да? Вот. И мы к этому шли. Вот именно начинается вот с таких вот призывов: приезжайте к нам, стройте там и так далее. Приезжает, начали строить там какие-то металлоперерабатывающие предприятия, там, портит экологию и так далее, и так далее. А потом пошли по другому пути. Вот поверьте мне, даже самые хорошие чиновники, которые работают в Министерстве экономики, за которые будут закреплены объекты и так далее, они ничего не сделают. У них нет стимула, никакой стимула. Мы это все прошли. Значит, создали агентство инвестиционного развития Ростовской области, которое работает не на энтузиазме, так и не заработную плату смешную, которую платят органы власти, а работает, мягко говоря, от выработки. За каждый привлеченный рубль, причем есть очень четкая система отсчета, что значит привлекли, платят порядка 30, то есть за каждый привлеченный 30 рублей инвестиций, так платится 1 рубль из бюджета Ростовской области. То есть, допустим, на этот год 34 миллиона рублей выделено из бюджета, умножьте на 25, на 30, это реальные инвестиции, которые привлекаются в Ростовскую область. Мы сегодня на форуме, на пленарном заседании вскользь как-то так прошлись по проектам, которые предлагает Министерство экономики Республики Абхазия, инвестиционное агентство, которое базируется в Москве. Вот сейчас завершается программа кредитования малого и среднего бизнеса. Объем средств, которые были выделены инвестиционному агентству, 1 200 000 000 рублей. Это история, то есть первая часть этой истории, вот первая итерация, она закончена. Дальше будет выделение средств порядка 1 700 000 000 рублей.